Добрый вечер, друзья. И мы сегодня снова в гастростудии ресторана «Мусхая» для съемок нашей программы «Просто вкусно». И мы находимся в гостях, как обычно, у Семена Тарбахова, шеф-повар ресторана «Мусхая». И сегодня к нам в гости пришел большой человек. Смотрите, Аял Лазарев. Ну, кто его не знает, как говорится, да? Да, и да. Привет, Аял. Во-первых, конечно же, я хочу тебя поздравить с историческим достижением. Да, 3-е место на Кубке, по-моему, такого не было, красавчика. Спасибо. Да, вот. И что, так как мы все-таки в гастростудии, что мы сегодня будем делать? Что у нас есть? И что бы ты предпочел, Аял, может быть, сделать? Ну, я вырос на мясе. Как и все мы. Да, поэтому основное блюдо, мое любимое, всегда состоит все равно так или иначе из мяса или с мясом. Поэтому, наверное, скорее всего, мое предпочтение надо приготовить что-нибудь из мяса. Что такое мясное? Хорошо. Да. Местное. Ну, я могу тебе помочь. Немножко отойдем от концепции. Я хочу показать сегодня тебе, например, полуфабрикат. Называется он ребра жеребятина Ойгос. Вот получается, мы в этом ресторане Мусхая делаем свои полуфабрикаты. Их наименований очень много, но я думаю, сегодня как раз вот с жирком, с мясом, с косточкой как раз вот под сегодняшний вечер, я думаю, подойдет. Именно на сегодняшнее меню. Так, у нас, значит, тогда Ойгос. Ойгос, да. Ойгос. Давай, как мы будем его делать? Вот мы предварительно его разморозили. Получается, мы сегодня сделаем так. Мы пожарим ойгос сначала на сковородке, так говорится, придадим ему немного колер. Затем мы его чуть-чуть подпечем. Пока он будет запекаться, мы сделаем овощи на сковороде. Гарнир овощи тогда, да? Хорошо. Ну что, Все-таки присыпаем? по классике мясо, овощи. Да. Так, как мы будем его мариновать? Вот у нас ойгос. Так, это местное, это вот Да, ваш, это ваш полуфабрикат да, получается. наш полуфабрикат, который вы можете купить его, получается, в нашем ресторане, а также Это есть... же ребятина, да? Это же ребятина. Это еще ребятина можно есть. приобрести в торговой точке на 202 микрорайоне. Так, маленькая рекламная пауза, хорошо. Так, ладно. Как вы видите, вот мясо, жир, косточки, ну как мужик любит. Мы его изначально сначала немножко подсолим. Солят сразу. Да, можно здесь, Это да. как, получается, как маринуем, да? Да, немножко его придадим. Как считаете же иногда, чтобы солить в самом конце? Солить там в самом конце. Ну, здесь можно обойтись таким более домашним способом. Ну, вот мясо жирное, мне кажется. Мясо жирное, да, так что нам это не помешает. Вот мы его предварительно вот так, получается. А с одной стороны достаточно, да? Ну вот мы, получается, вот тут у нас все упало на доску, мы вот его обваляли предварительно. И сейчас мы его обмажем горчицей, получается, и обжарим на сковороде, а потом уже там на 10 минут на... Духовочка. Жарим на сковороде для того, чтобы... Ну, как Придать бы, колер. Колер придать. Да. Все ясно. Грубо говоря, это придать цвет Ага. жареного. Хорошо. Потому что если мы положим его, он, грубо говоря, будет просто... Просто вареный. Как вареный. Да. Понятно. А если нет цвета, нет и вкуса, как говорится. Ну, ресторанская подача, скажем так, да? Ага. Так. Ну, у меня обычно, например, все проще. Ну, конечно, да. Сразу в Природе, одном все месте. прочее, да? Так, ну, тема для разговора. Я всех гостей спрашиваю, Аял. Ты наверняка хочешь-то? Бывает, но редко, потому Ага. что у меня очень такие долгие сборы бывают, обычно по 10 месяцев где-то в году. Ну что, у нас уже как бы немножко заринались. Аял, я тебе предлагаю взять, вот, специально я приготовил горчицу, сам готовили горчицу. Все Давай. выливать? Ну, на свое усмотрение, потому что у нас, у мужиков, вот Семен правильно готовит. У него технология, он 9 лет учился до того, как стать шеф-поваром, да? А мы обычно делаем все по интуиции. Хватит, Вот, да, примерно столько хватит. И, Давай, как и бы, с обратной стороны. да. Так, и насчет охоты, да? Все-таки, что тебе ближе, рыбалка или охота? Ну,
Тут их сравнивать, мне кажется, сложно, потому что у обоих этих процессов своя такая атмосфера. Рыбалка это свое какое-то такое, А так считаешь? да, охота там адреналина больше. Но у меня, например, чаще охота на уток получалась, более-менее успевал. Ага. Это весной Ага, обычно, сидит. после когда сезон вот заканчивается основной, и прихожу сюда, и неделька-две там остается, ну, иногда удается выехать. Вот там вот, да. А так рыбалка, удочки, как бы так, она всегда везде, когда угодно можно это себе позволить. И Разжигается. Ага. поэтому, ну и самое основное это природа. На природе Ну, человек, да. человек из природы вышел, и он не должен от нее отдаляться, мне кажется. И там ты быстрее как-то восстанавливаешься, свежий воздух, тишина, отдыхаешь немножко от стресса всех. И поэтому... Ну, отвлекаешься, в общем, да. да. Хорошо, ну, позволь мне с тобой не согласиться, да? Ты же сказал, как бы, это рыбалка это одно, охота другое, да? Я сам по себя скажу, за себя скажу. Я больше рыбак, но я не считаю, что рыбалки меньше адреналина. Нет, я бы не сказал, что меньше адреналина. Просто в охоте там немножко другой адреналин, то есть более ну, какой-то динамичный, ну более да. такой острый. А в рыбалке он своя такая атмосфера, своя энергетика. Когда ты ловишь, ты вот подсекаешь, это тоже свой адреналин. И чем если большая у тебя большой улов, это тоже очень Ну у да. тебя Ну, азарт но заводит. с другой стороны, да, Бывает, ты можешь часа два просидеть. А потом вроде бы все уже раскис, это и раз что-нибудь поймал один раз, и все, тебя еще на пару часов как минимум тебя заводит, Да, все да, уже да. у тебя энергия появляется. Поэтому здесь такая своя атмосфера у каждого. Мне кажется, их параллельно ставить, и что лучше, хуже, ну, тяжело. Ясненько. Ну, хорошо. Ну что, у нас уже сковородка. Мы немножко добавим растительного масла. Это у нас Буквально растительное оливковое? Растительное. Растительное, хорошо. Мы буквально вот сейчас немножко подождем. Так, Ты же сказал, это, твое любимое блюдо это мясные блюда, да? Да, ну и причем именно вот жеребятина, да, потому что, например, находясь на сборах, на выезде, там все равно мясо ешь, но оно, ну, видимо, экология другая, место другое, все другое, поэтому немножко оно, ну, как бы, чуть-чуть на вкус как-то другое, немножко не Отличается. то. Да, отличается. А свое это свое, ты на нем вырос, ты его ел с самого детства, поэтому я бывают такие, что дни, когда я прилетаю, первую неделю 3 раза в день все приемы пищи у меня тупо с едой. То есть взял килограмм мяса, сварил в воде и просто мясо с бульоном. Да, сырье ешь, или ешь, с ешь, картошкой, или с хорошо. вермишелью, либо просто мясо в воде, все. И либо жарю, либо варю как бульон. Ну, стараюсь в основном всегда на воде это делать вот, в последнее время, потому что от жирного все-таки тяжесть именно в процессе тренировки, она очень сильно сказывается. Потому что Ну, это на спортивное питание, Да. ну, как бы влияет, Ну, получается. не то, что спортивно, но вот спорт, это же занятие спортом, это динамика большая, нагрузка большая на организм. А организм, он чувствительный. Если что-то немножко ты не так съел, не так что-то пошло, в огромной нагрузке, вот этой максимальной, твоих пределов, организм начинает тебе говорить, что вот что-то ты там, что-то не так сделал, что-то не то съел. стрессовая ситуация Да. в организме. И вот организм начинает немножко, ты быстрее устаешь или тяжелее восстанавливаешься, дольше восстанавливаешься и так далее. Поэтому Ясненько. стараюсь как бы масло жирное такое избегать в последнее время. Ну, последние лет 4-5. Так. Опа. Надо По-моему, дать ему да, лопаточку, да. полежать, Держи. дать Держи. полежать, немножко огонь убавив, чтобы придать корочку. Слушай, а ты же упомянул про то, что ты приезжаешь, тут свое, да, захотел. Я знаю, ты долго в Штатах тренировался, правильно? Ну, туда я ездил с целью просто узнать. Это было, когда период вот, травму получил. И у меня долгое время, у меня как бы в ближайшее время особых таких не было возможности тренироваться в полном объеме. Поэтому я и перерыв был, что мне казалось, что, наверное, скорее всего, и закончу. Ну и заодно, если есть возможность, пока есть возможность съездить, посмотреть другие страны, как живут, какие Нет, возможности. я почему условия. задал этот вопрос, да,
Ну, есть же понятие разной кухни. Итальянская кухня, якутская кухня, русская Да, кухня, да? да. Я знаю, что в американской кухне нет такого понятия, но американская кухня это просто фастфуд. Как ты считаешь, ну как относишься к американской кухне? Переворачивать, да? Так, сейчас чуть-чуть так. Чуть-чуть, поводи. ага. Вот так вот. Ну, По сковороде. американская кухня, да, там национальностей очень много, как и в России. И, Ну что ты ел там? например, там на любой вкус и цвет еды достаточно. Как бы мексиканской кухни, азиатской кухни, просто фастфуды какие-то, там типа KFC, Макдональдса. Но я старался вот есть что-то более приближенное к нашей кухне. Почему-то вот супа, что-то такого мясного, там с рисом, там с гарниром такого. И это более-менее похоже как-то мексиканское на наше. У них немножко острого много, но в принципе схожее. Схоже. Да, потому что у них именно традиция еды, вот у них и мяса много, и вот такого вот, как у нас. Можно перевернуть. О, вот это мы доливать уже, да? Да. И потом в духовку, получается. На фастфуде смог бы жить? Нет, я пробовал. Пробовал, да? Один раз, это был первый эксперимент, когда примерно в 2010 году мы находились в Питере где-то месяца два. И первый месяц, ну, прямо через дорогу стоял Макдональдс. И там быстро, дешево, и никуда идти не надо, и вроде бы вкусно, и вроде бы кушаешь. А тогда вот только-только понятие, что вот, Макдональдс, это как бы что-то такое новое. И практически каждый день только там и питались. Потом где-то через месяц, в течение, где-то через неделю-две я понимаю, что мне очень тяжело двигаться, мне любой бег, любая динамическая работа очень тяжело как-то вот было, самочувствие отдавалось. А потом заметил, что у меня повсеместно начал плавно распределяться целлюлит. А, ну как бы То есть излишний вес, обрастать начал. Да. То есть, несмотря на то, что у меня были тренировки достаточно такие энергозатратные, интенсивные, каждый день, иногда и по два, по одному разу в день, но каждый день. Несмотря на это, лишний вес и самочувствие ухудшалось, лишний вес увеличивался. И там я понял, что на этом далеко не уедешь. Ну, я не представляю себе. В экстренном порядке я... Можно выкладывать? Давай так поднесем. Значит, даже ты можешь страдать от лишнего веса. Да, конечно, это все от еды зависит, от того, как ты ешь, сколько ты ешь. И поэтому, когда ешь, это очень все зависит. И это напрямую зависит с качеством жизни, со здоровьем. Поэтому, мне кажется, за этим очень нужно сильно следить. Вот мы, получается, обжарили. Ага. Ага. И теперь на 15 минут в духовку. Духовка у нас нагретая стоит, да? Ага. Так, это за мы- это время мы, это мы убираем. получается, подготовим овощи. А овощи мы делаем гриль. Овощи мы сделаем на сковороде, потому что, гриль. как мы понимаем, да, как можно понять, то что не в каждом доме есть вот эта чугунная грильница. с такими этими, да, Да. ребрышками, Мы ну. сделаем более-менее такой простой, но тоже очень вкусный вариант. У нас есть хорошие шампиньоны, Ага. перец, Ну, это даже не овощи, это грибы. Ну ладно. Да. Так. перец. Перец. получается. Это. Ага. А шампиньоны ты режешь на 4 части. На, просто. Вот так, да. Так, Аял, а ты вообще любишь готовить? На самом деле нет. Да? Ну, На самом деле нет, но умеешь. Ну да, умею. Это, в принципе, для меня несложно приготовить, например, там оладьи. У меня бабушка очень много готовила, и я с детства, просто вкусно же оладьи, вкусно со сгущенкой кушать. И чтобы не ждать, когда приготовит очередной раз бабушка, я просто или у мамы спрашивал, как их готовить. И они меня научили, и все. И, например, в субботу или воскресенье, когда нет учебы, там, тренировок в детстве, я просто огромную миску готовил сразу вот ингредиента для оладий. И просто весь день готовил и ел сразу. И так в течение там, целого дня. В принципе, а вот то, что суп и так далее, это не проблема, это не так... Достаточно.
Это ухать, да? Это, Это у нас, примерно такая Так, же, да? примерно так же. это у нас баклажан и кабачок, да? Да. Потому что я могу терминологией ошибаться, но я их где-то видел когда-то. Так, нам По достаточно. цвету. Это вот баклажан. Да, это баклажан. Это как бы Лада Седан баклажан. Да. Да. Все. Перец мы также, получается, обрежем. Там Вот чипсы, давай но сделаем надо, вот так. надо как-то убрать. Смотри, вот видишь выпуклости? Вот перец По ним, такой, да? и вот ты просто подрежь его. Вот так, да? Да, Нож хорошо хватит. режет. Хватит. А? Да. Да, это мой нож. Так, ну вот смотрите, вот так сделаем их треугольниками. Вот наш гарнир. И лук вот так. И лук. Все, у нас почти все готово. Мы просто берем сковородку. Мы ее сразу на 2 сковородах сделаем. Быстренько. Нравится кавказская кухня? Да. Ты же, ну, ты с да, кавказцами же да. очень, наверное, я знаю, наверняка у тебя много друзей, да? Ну, С кем и соперничаешь. На Кавказе я провел с 2010 года, наверное, как минимум по полгода каждый год. Ну вот, сборы. Да. Ну, потому что у нас в тяжелом весе конкуренции особо нету. Например, Потому что людей не когда я хватает. только начну, ну, в принципе, вот у нас и население не такое крупногабаритное, ну, и, естественно, спортсмены такие же. Поэтому чтобы была конкуренция, а человек растет только в конкуренции, то есть ты должен работать, если ты слабый в чем-то, ты должен в этом направлении с сильными людьми, чем ты, например, Ну, работать. да, согласен. И вот поэтому элементарно, чтобы хорошую, серьезную, сильную тренировку сделать, мне нужно налететь туда. Ну, ради одного дня ты не полетишь, это и затратно, поэтому как бы сразу уже на длительное время, раз там, на приехал, так полгода, давай, да, да? да. Поэтому приходится. И, да, кавказская кухня, она достаточно такая богатая, разнообразная. Да. Ну, Кавказ, он прям, грубо говоря, он находится испокон веков в центре вот стыка Европы и Азии. И то есть там очень много испокон веков проходило культур, вот этот микс вот этот культуры, то есть всего понамешано со всего. И там на любой вкус, на любой цвет и запах, то есть кухни и выбора блюда у тебя очень много. Поэтому, в принципе, да. И на Кавказе, что мне нравится, у них практически любая кухня, кафе и так далее, там очень качественно ко всему к этому подходит. То есть любое блюдо ты Повторяй за мной. Вот у вкусное. нас получается 2 сковороды. Ты будешь повторять за мной. Вон твоя сковорода справа, моя будет слева. А, да, у нас этот мини-баттл. У кого лучше? Мы Или выкладываем. быстрее? Я сильнее. У тебя сильнее, да? У тебя уже 1-0. да. Лазарев ведет у Дарбахова 1-0, пожалуйста. Внимание, внимание, внимание. Зато Семен проворнее, быстрее. Смотри, смотри, он уже наполнил свою сковороду. Это просто раскидываю тогда. Да. Наше дело, чтобы Семен мне тот раз получается говорил, у как нас там, хаотично надо делать. тут присутствует у нас репчатый лук. Он сейчас даст свой сок, получается грибы. Все это у нас сок выдаст. Вот так я не буду делать. Студию жалко. Ну, попробуй. Не, не буду рисковать. Хорошо. Это дело сейчас все обтерем. Слушай, я что про кавказца спросил? Я тоже очень люблю кавказскую кухню. Мне близка, например, грузинская кухня очень, да? Грузинская Да. очень богатая, она Да, считается очень одной из вкусная, лучших кухонь. Чкмерули, да, я вообще обожаю. Все говорят там хаджапсазани и все, там хинкали, да, но я почему-то вот именно чкмерули люблю. Ты какую выделил бы для себя? Блюдо? Нет, ну или блюдо, либо какую кухню именно, с какой Грузии? Ну вот грузинская, да, она, ну на Кавказе грузинская практически она считается, например, там дагестанская кухня или осетинская кухня, но на ней очень много взято именно с грузинской кухни или смешанной с грузинской Давайте-ка кухней. я вот так встану. Поэтому, Готовьте. поэтому там, в принципе, больших, вот хинкали, например, это как считается кавказская кухня, но Бузы. это, да, ну, Да, грубо говоря, манты. бузы, да. Вроде как. Но это, по сути, это грузинская еда, ну, грузинская Да, кухня. да. Вот. Ну, даже само название грузинское. Поэтому, в принципе, Посолим. оно разнообразно, и вот именно, например, И поперчим. тот же шашлык, как-то он совсем другой. То есть
Может, дело в мясе, может, дело там в климате, может, дело в самой готовке. Ну, видимо, от маринада зависит. О, Может ловко-то получается, а? Может быть. Так, Слушай, а друзья твои, кавказцы, они делятся своими гастрономическими какими-то секретами там, нет? Или бы ты это не интересно? добавим немножко Мои друзья кориандра. такие же, как я, то есть это спортсмены в А, основном. ну, то есть, ну, скажем так, пока не до этого. Да. Ага. Делятся они секретами, например, именно специализации нашей, там какие-то моменты там совместно анализируем какие-то насчет тренировок, там моментов тренировочных именно. А насчет кухни, ну как бы так, съездить где-нибудь покушать, это мы можем. Ясненько. Слушай, мы вот встретились, да, сегодня познакомились. Я сразу отметил, ну, говорю, что я первый сказал? Какой огромный. Какой-то огромный, да. Я представлял себе, что это такой 120 килограмм живого тела. Это должно быть дофига, много места занимает, да? У тебя в роду все такие? Ты вот можешь рассказать о Ну, родителях в принципе, да, у меня вот мама 1,75 м, папа 1,70 м, где-то тоже 5-6. своих? А, ну ты То есть перерос. уже вот родители высокие. У меня брат старший, он 1,90 м, сестренка 1,70 м, тоже 5-6. Морковку все время кушали. То есть они вот Мы у нас... немножко придали колер и чуть-чуть вот так буквально мы придадим вкус Ну и по маминой кетчупу. линии, и по отцовской линии у нас крупных достаточно много родственников. Поэтому, Придали. Ну, это генетика, получается. видимо, да, генетика, конечно. У нас получается вкус придали. А чем мы родители твои добавляем занимаются? соевый соус. Это просто всё обычный дело- соевый соус, да? Да. И видите, все это у нас заглазировалось. Буротара. Ой, Так, ладно. осторожно. Это у нас заглазировалось. Можно убирать с огня. Хорош, да? Да. Все. У нас гарнир готов. Блин, ну выглядит вкусно. Чем занимаются родители? Отец на пенсии, мама подполковник МВД, но по образованию учитель физики. Она работала долгое время учителем физики, потом переквалифицировалась и работала в отделе кадров в МВД. Папа полковник в отставке МВД, тоже замминистра МВД работал, начальником колонии 1-5 работал. И потом судьей. Перешел в судьи, проработал сейчас на пенсии. Ну, мамы у меня не стало вот 2 года назад, в 2018, ну уже 3, после тяжелой болезни. Поэтому, но родители, их заслуга в том, что вот они смогли 3 своим детям дать все то, что как бы помогает нам по сей день в жизни. То есть это, мне кажется, самая главная их работа и самое главный результат. Да, я считаю, что это святая обязанность каждого родителя такое, чтобы видеть своих детей, чтобы что-то, по-якутски говоря, кихибола, да? Да. Да. Слушай, а ты борьбой уже начал заниматься уже в детстве, наверное? Или как? Как ты вообще пришел? У меня отец борец. Ага. Он всегда боролся, тренировался, он выполнял норму мастера спорта Советского Союза. Брат тоже занимался вольной борьбой, потом выбрал сторону учебы, профессии. Он сейчас является доктором физико-математических наук. Ух ты! И поэтому все детство у меня перед глазами то, что они вместе тренировались, там отец тренирует, брат там выступает на соревнованиях. И, видимо, в этот момент где-то я заболел борьбой. И всегда, вот как сколько себя помню, я говорил, что я буду борцом, и я хочу тренироваться, я хочу бороться. Но отец в 3 классе меня записал на секцию бокса, потому что поблизости была только секция бокса. И это вот 96-й, 90 где-то 5-й год. Тогда поблизости вот секций было достаточно мало таких для детей.
А секция борьбы была очень далеко от дома, поэтому, ну, чтобы было и безопаснее, и ближе, быстрее, вот бокс. Что есть, туда отправили. Да, ну я весь вечер плакал, говорил, что не пойду. Ну, отходил туда почти 3 года. И потом вот в 6 классе отец спросил, что Ну, так вот. есть ли у меня желание еще заниматься борьбой. Я не раздумывая сказал да, и все, мы на следующий день пошли в зал борьбы, потренировались. Это Иннокентий Семенович Кочкин, первый тренер. После тренировки я прям, это был 17-й квартал зал борьбы. После тренировки я вышел, теперь я борец. И на эмоциях оттуда пешком прошелся вот до 7-й столовой, там мы жили. Вот оттуда пешком на эмоциях. Даже не помню, как прошел вот этот весь путь. Окрыленный весь. Да, такой. окрыленный. Так, Аял, ну почему я вот тебя спрашиваю, что ты про родителей спросил, да, узнал. Ты с детства был такой здоровый? Либо Ну, это ты натренировал себя, что ты такой? Нет, в детстве, в школе, например, я не отличался там высоким ростом там, или крупным телосложением. Я был достаточно худощавый, такой средненький мальчик, и начал расти, ну, резко, где-то после окончания школы, где-то, наверное, там 11 класс, 1-2 курс, прям за год там на сантиметров 10, ну, где-то так вот, по 7-10 сантиметров, ну, резко прям вырастал. И, то есть, худее стал еще, еще худее. И вес у меня очень долго поднимался, и это была проблема, потому что когда я уже под окончание университета начали работать с тренером сейчасшним Сивцев Иван Николаевич, я сказал, что в 95-96 килограмм я бороться не смогу, а у меня 96-7 с копейками. Я и так очень худой был, и 2 килограмма для меня сгонять очень тяжело стало. И я сказал, что давай супер тяжелый вес перейдем. Я чувствую, что там будут результаты. И как-то он поверил. Он сначала, мы как-то вот обговорили эту ситуацию, что ну как бы это там 120 мировые лидеры, с ними на равных толкаться, а у меня 97, и вот такой вот, ну как бы это тяжело будет. Мощи не хватает, грубо говоря, Ну да? все, но поверили друг другу, доверились и начали работать, начали консультироваться, потому что у нас нету ни специалистов, ни опытных спортсменов мирового класса, ни каких-то наставников в этом направлении. И начали консультироваться со всеми подряд, кто только может в этом направлении что-то знать. Тренироваться начали. Очень сильно мне помог в начале вот этого пути Томский Михаил Никентьевич, это доктор медицинских наук, а в юности, в студенческие годы он занимался штангой. И то есть он как фанат борьбы, он совершенно вот на безвозмездной основе, чисто вот патриотизмом и фанатизмом, он тоже, его мечта такая, видеть борцов из Якутии в тяжелом весе. И вот когда вот мы познакомились, он сам предложил, давай я буду помогать. То есть и он и в плане здоровья мне советовал, смотрел, там наблюдал, и в плане тренировок. И там мы начали тренироваться, и у меня прям пошло постепенно, поэтапно вот набор веса. Потом мы нашли Кавказ, там уже начались свои тоже определенные нюансы, там узнали, как тренируются, оказывается, что оказывается нужно тренироваться так, а не вот так. То есть, например, человек, который весит 55 килограмм, 60 килограмм, у них восстановление, энергетика, то есть обмен вещей совсем другой. У тяжелого веса, то есть ты уже в нагрузке находишься, даже при обычной ходьбе. То есть выше 95-100 килограмм ты уже постоянно нагрузку на суставы, на органы получаешь. И восстановление, естественно, медленнее. И поэтому и тренировка должна быть другая, и питание другое, и периоды между тренировкой совсем другие. И вот эти, когда нюансы уже более-менее опытно работался, у нас вот эта работа пошла, и тут вес уже начал подниматься. И как только вес начал подниматься, начала появляться сила и опыт с этим временем, тут уже пошел результат сам по себе. А так вот сам по себе, если бы я не тренировался, например, мне кажется, ну я килограмм 80, может, весил бы там 90. То есть был бы худощавый, как бы так. Ну, спорт есть спорт, тут как бы любая специализация оставляет свой отпечаток. Поэтому, ну, за 20 с лишним лет занятий спортом, мне кажется, это неудивительно, что человек может накачаться. Давно пора, да, давно Тем пора. более единоборством, это же не киберспорт.
например. В принципе, поэтому генетика тоже свою роль играет. Ну и азиаты, они же, в принципе, поздно созревают. Да, Как считается бы, так, да. да. Именно вот годам. физическое, Да, да, да. такое. Именно на- Например, южные страны, южные субъекты в России, они уже как-то к 20 годам уже такие, как взрослые люди, уже все 18-20 Школьники бородатые. Да, такие. Ну, что это? Ну, не то, что бородатые, именно вот структура тела. Ага. А у нас приходит 28 лет, а ему как будто лет 15 даже. Да, да. То есть там были такие моменты, когда там сижу на тренировке, например, и рядом там друг сидит и спрашивает, сколько тебе лет? Такой, Я говорю, мне 27. А мне 17. Тебе не дашь. Вот Да, что-то вот вот, так разговор. как бы так вот. И, ну, смотришь, парень 125 килограмм сидит, 17 лет всего. Ну, как бы вот, поэтому у меня это созревание, оно где-то вот ближе к 30 вот началось, вот это именно такое внешнее. Когда ты можешь сказать, все, я достиг всего и уже в какой-то другом направлении двигаться? Кем ты Ну, видишь себя в будущем? Тут достиг всего, мне кажется, такая вот. Я спрашиваю именно про борьбу. Да, есть такое вот, например, высказывание, что не главный результат, главное участие. То есть, на мой взгляд, спорт, вот то, что я чем сейчас занимаюсь, человек должен получать удовольствие от того, что он уже делает. То есть, чем ты занимаешься, ты это любишь, тебе это нравится, ты полностью всецело отдаешь себя этому, и это тебе как и награда идет. То есть ты не нервничаешь, ты не напрягаешься, там ходишь, депрессуешь из-за того, что ты вот тратишь время. Вот это да, это плачевно. А вот именно сам путь, ну, не каждому дано, чтобы он достиг каких-то результатов. То есть, если бы это так легко было, каждый, любой, кто захотел, потренировался, сразу выиграл бы, там, занимал бы места. Это не каждый получает. И, ну, этим и прекрасен спорт, и поэтому тут как бы бывают, есть ребята, которые там до 30, до 35 тренируются, но при этом серьезных результатов не достигли. Но они не жалеют об этом, потому что они полностью вот себя отдали, они погружали в этот процесс, они все время в этом процессе работали, они получали наслаждение от этого. И как бы они, оценка этого, что я не потратил это время зря. Оно мне многое дало, многому научило. И просто сейчас пришло время поменять просто направление. Поэтому, в принципе, для меня, я хоть сейчас, например, если у меня желание какое-то остановится, мотивация остановится, мне разонравится то, что, чем я сейчас занимаюсь, я могу сказать хоть сегодня, ну пока хватит, займусь чем-нибудь другим. Если что-то другое, например, приглянется или чем-нибудь мне прям, я стану фанатично этим интересоваться. Поэтому для меня сам путь интереснее, чем результат. Результат, естественно, важен. Процесс, нужен. Да. а не цель. Да, вот Хорошо. как бы мне вот этот вот сам вот этот процесс, вот этот путь вот этого всего, ты вот готовишься, вот ты постоянно думаешь, ты анализируешь, ты изучаешь все новое и новое, ты знакомишься с кем-то, получаешь информацию, делишься своей информацией. То есть все время какой-то идет процесс работы, все время какое-то развитие. И вот это оно такое, сами соревнования, ты вот адреналин этот, он тебя пожирает, как у тебя все немеет, слабеет, потом ты собираешься, борешься со своими слабостями, сомнениями, снова они тебя одолевают, снова ты вот уже, и чем ближе вот выход на ковер, там бывают такие, которые вот за 30 секунд перегорают. Вот они все идеально прошло, вот пока он выходит на ковер, вот 3 ступеньки поднимается, свисток дали, и все началось, и все, и сгорели. И поэтому вот это сражение, вот эта психология, ты изучаешь психологию, как это победить, как с этим бороться, почему так происходит, а почему не происходит. И вот, то есть ты постоянно в каком-то процессе вот изучения самого себя, организма, органов, самой работы и так далее, специфики. И поэтому мне сейчас это очень нравится. Я получаю удовольствие, и на сегодняшний день я, например, если даже, скажем, не достиг бы сегодняшних результатов, которые у меня на сегодняшний день есть, но вот до сегодняшнего я занимался этим видом спорта, и вот мне это нравится. Я бы не пожалел об этом, потому что я все это время, мне было интересно.
Я болел этим делом, мне нравилось это дело. А когда ты болеешь, фанатично этому предан, результат он все равно будет. То есть идешь без оглядки и, короче, Да, ты на своем да, месте. да. Слушай, ты вскользь отметил, что 3 года боксом занимался, вынужденно. Ну, Да, ну занимался, типа, да. да, Значит, так. у тебя ударная техника есть. Ну, отец, он приметил во мне то, что у меня есть ударная сила хорошая с ну, детства. ага. То есть я уже с детства взрывной. там уже в первом-втором классе дрался с более старшими ребятами. Ага. Причем я как бы не был никогда задирой, но когда прям меня доставали и грань терпения заканчивалась, я давал сдачу, и эта сдача оставалась такой, что приходилось родителей вызывать. Там у кого-то там опухло, здесь опухло. И поэтому, и, например, когда какие-то соревнования там на ИСЭХе, там еще где-нибудь среди детей проводят, вот меня ставили на соревнования с более взрослыми. Потому что ну, для слишком маленьких детей не проводили, потому что они слишком там недалеко кидают что-нибудь. И у меня, например, что-нибудь камушек бросить, еще что-нибудь бросить, у меня всегда это получалось Ну, то есть у легче, тебя, лучше. ты всегда был физически такой, крепенький. И вот, ну вот именно в плане удара вот он как-то это приметил, и поэтому он из-за этого подумал, что возможно у него данные к боксу лучше все-таки. И поэтому я- решил меня бокс. Да, отдать. почему я спросил, да, вот смотри, ты с борьбой, может быть, когда-нибудь все равно же закончишь, да? Сейчас же борцы, лучшие бойцы UFC. У тебя еще ударная техника есть, не думаешь об этом? Ну, в принципе, это интересно. Вот в Америке, когда я вот провел вот эти, например, последние полгода, я именно тренировался и тренировал в клубе смешанных единоборств в Калифорнии. Это вот Санта-Роза город. И там я проводил в университетах, в колледжах мастер-классы по борьбе? борьбе. Да. И вот в клубах там единоборств. И в одном из клубов вот провел. И там вот владелец зала, бывший боец UFC, это тренер Дима Ушканова, нашего земляка. Они вместе тренировались в одно время. И вот Дима как-то вот мы с ним решили встретиться там, когда были в одно время. И он говорит, я как раз тут в зале недалеко, тут давай приезжай, может, сможешь сделать мастер-класс, мой друг просит. Типа он узнал, что у меня такой друг, как ты, вот с тобой встречаюсь, он тебя сразу там в гугле набрал, посмотрел, говорит, просит, сделай, пожалуйста. Типа, это. давай, да. Да, пришел, показал, они через неделю он мне звонит, типа, сможешь ты вообще здесь переехать, здесь тренироваться, тренировать там, и то все, мы условия обеспечим. И все, я как бы начал тренироваться и тренировать заодно, и тут у меня как раз и травма залечиваться началась, и я постепенно там начал втягиваться. И в принципе, и мы выходили в клетку, мы делали полноценные спарринги, полностью по полный контакт, и ударная, и борцовская. Ну, чтобы некоторые как-то сомневались, что борьба настолько может доминировать. Ну, приходилось доказывать. Не, ну это реально так, потому что Ну, чемпионы борец, UFC потому многие что он, да, он борец. более универсальны, я считаю. Он более универсальный, потому что он и на расстоянии, и в ближнем контакте, он как бы себя более комфортно чувствует. Например, человек, который занимался ударной техникой, но нету борцовской, если его схватить, он уже немножко теряется, потому что он никогда на этом не работал. То есть, Ну да, просто да. дело навыков. На близком этом, ну сложно Да. человека же ударить. Поэтому Сильно. как бы приходилось убеждать их именно в практике, а потом, когда они уже это все поняли, поверили, что оказывается, да, борьба она делает вещи, они начали уже более серьезно относиться к моим тренировкам, и мы где-то вот полгода поработали там в этом плане. Были предложения, я даже по любителям хотел выступить, попробовать себя, но почему-то никто не соглашался. Потенциальные соперники Да, нет, отказывались. просто таких здоровых, наверное, не находилось, или нет? Нет, потому что там же все дело в рекорде, то есть серии побед. И там, например, мы смотрели по любителям, ты по турвизе ты не имеешь права зарабатывать деньги. Поэтому я мог право только участвовать на любительских, бесплатных боях. И, например, мне самому тоже интересно было посмотреть именно в соревновательных условиях, вот проверить себя с тяжелым весом. И вроде бы где-то там кто-то соглашается, но говорил, ну вот завтра, послезавтра точно ответ дадут. А они там в Америке, они что делают? Если твое имя претендент какой-то появляется, сразу набирают в гугле. Сразу, то есть о тебе всю информацию. А у меня как бы набирают и все мои соревнования, бамс. И они, конечно, видят там кучу схваток, и ну, борец, он может попортить этот рекорд. И никому не хочется рисковать. А в основном там как бы на Западе особенно база это вот именно ударники, боксеры, там кикбоксеры, что-нибудь такое. И поэтому как-то вот
видимо, не стали рисковать и из-за этого отказывались. О, красопеда. Не, реально как в ресторане, да? Или мы в ресторане все-таки? Ну, мы в ресторане находимся. Боягусы говорят, иди нахуй тут. И готовит главный шеф-повар. Да. Нет, ну, приготовил ты все равно, как бы получается. Ну да. Все, пробовать. Вилками, ложками. Я вам сейчас разрежу, Ага. чтобы вам удобнее было. Мне кажется, вилка лучше будет. Эл, достань, вилка есть. Встает. Мне можно было и не резать. Ты так рад. Давайте пробовать. Пробуй. Я тоже пробовать, да? Да. Не, давай. Пробовай. Заключение Семена. Овощи хорошие. Сейчас мясо попробую. Ну что, любите мясо? Как? Пойдет. Пойдет, да? Сойдет для сельской местности, да? Как мы говорим. Ключевая наша фраза, мы ее потом будем использовать. Нет, Семен. Отлично. Да, Мне нравится. Вообще отлично. Мясо хорошее, сочное. Свежее, самое главное. Да. И овощи как раз. Я, например, дома часто люблю говорить, мясо невозможно испортить. Но его же надо еще вкуснее приготовить, правильно? Слушай, можешь рассказать, что вот эти означают? Это наши якутские руны. Ага, руны. Ну. Тут сакральные надписи. Раскрывать прям все не буду, но вкратце это сила, это защита. Типа меч, защита. Харскал, типа, да? Да. Ага, ясненько. А когда ты решился на такое? Это 2016 год. После Олимпийских игр. Я не знаю, что-то начало вот какие-то мысли насчет какого-то оберега, защиты, такого сакрального. Начал в то время как раз начал читать очень многое насчет, что в древности воины многих культур делали различные себе там узоры, защиты, руны. А руны это являются одними из самых таких энергетически сильных символов. И они в сочетании, в определенном сочетании, они дают очень сильный такой заряд, дают человеку. Например, если с собой носить или на себе, он на человека высечен. И поэтому, чем бессмысленный какой-то непонятный узор или ради просто красоты какой-нибудь там Или рисунок знак, или знак гороскопа, не дай бог, да, на более плечо. такое осознанное, понятное для чего и так далее. Ну что ж, друзья, на этом наша программа заканчивается. Нам надо спасибо сказать Аялу, как всегда, Семену, нашему другу, нашему Спасибо шефу, вам. нашему хозяину. И мы сегодня попробовали аягос от Аяла Лазарева. Все было просто вкусно, идеально. Спасибо тебе, Аял. Давай. Спасибо И что, большое. смотрите нашу программу на канале Якутия 24.